На этом объекте трудится около 50 человек. Задействовано более 5 единиц техники. Здесь полным ходом идет реконструкция школы. Основные работы фасадной части здания почти сделаны. Идет к завершению прокладка труб для отопления. Эта школа распахнула свои двери впервые в 1961 году. И с тех пор отсюда вышло более 2000 учеников. С каждым годом число учеников увеличивалось, и, соответственно, мест было мало. Поэтому было решено увеличить школу, создать больше мест для учеников, обновить фасадную и внутреннюю часть здания. Работу начали в мае прошлого года. Школа нуждалась в серьезных изменениях. Дети занимались в 2 смены. Мебель была уже старая, а столовой и актового зала и вовсе не было. Главный фасад расположен ориентированно на юг школы. Основную работу, конструктивную работу мы уже завершили. Кровельная работа уже завершается. Наружные сети завершили мы уже. Внутренний водопровод, канализация. На первом этаже уже завершили. На втором, третьем этаже продолжается. Как мы понимаем, здесь строится спортзал, да? Здесь это 7-й блок, который мы стоим, спортзал. Здесь конструктивный часть уже готов. Нулевой цикл уже мы завершили. Спортплощадка уже готова у нас. Поменяется и дизайн здания. От Красной школы, как называют ее местные, останутся только теплые воспоминания. Школа обретет новый облик. На 3-м этаже будет актовый зал, рассчитанный на 100 посадочных мест. Будет столовая на 80 мест. Количество классов увеличится вдвое. Будут специальные кабинеты для физики, химии, информатики и биологии. После перерождения школа будет принимать более 500 учеников. Кабинеты обставят новой мебелью, интерактивными досками, всеми необходимыми учебными предметами, чтобы детям было комфортно, а учителям легче доносить знания. Тут расположены будут классы на 3 этажах. Здесь блок А, и на 2 этажах блок Е. А сколько примерно классов в одном блоке? В одном блоке по 8 классов. В тесноте да не в обиде. Пока старая школа меняет свой облик, дети со своими преподавателями проводят учебный процесс в соседней школе номер 2. Здесь они учатся в 3 смены. К такому графику пришлось прибегнуть из-за слишком большого количества учеников. Но занятия идут в соответствии с планами преподавателей. Халид Аушев, ученик 3 класса, и учится на отлично. По старой школе скучает, сильно ждет открытия. Я хочу, чтобы в нашей школе было намного больше пространства. И хочу, чтобы все ученики шли дальше, чтобы они были всеми отличниками. Сейчас мы учимся во 2-й школе. Учителя хорошие, но мы все же скучаем по нашей школе. Там нам не хватало столовой, а здесь все условия, все есть. Здесь со своими учениками работает весь педагогический состав старой школы. Зара Алмазова преподает начальным классам. Как она рассказывает, в старой школе многого не хватало. Учебный процесс нарушит твои программы, твои ешбеда хуох чикюахко. Благодаря школе школ ялр статусах, твоих хаях чохцары, цикл спортзал хугелжи, актовый зал хуги, кабинеты ждока хугелжи тха и садик ветер худы балик биржи смена художи тхот цикбох ждал и андали. Рабочие трудятся в усиленном темпе и делают все возможное, чтобы новая альма-матер скоро могла вновь распахнуть двери. Муса Измайлов, Асхаб Белакиев, Новости 24.